Добрый день, почитатели мира искусства, добрый день, гости нашей выставки, выставки «Художник, воин-победитель». Эта выставка – дань уважения человеку, который прославил нашу республику далеко за ее пределами, своим творчеством, своей многогранной натурой. Я говорю о художнике Евгении Алексеевиче Ноздрине. Это он по окончании в 1940 году Пензенского художественного училища отправился служить на Тихоокеанский флот. А затем были творческие командировки в Северную Корею, в Японию, в Китай, откуда он привез более 200 графических рисунков, посвященных своим однополчанам, защитникам нашей Родины. И не случайно сегодня мы на этой выставке юбилейной проводим еще одно мероприятие – литературно-музыкальную композицию «И судьба с судьбою говорит». Она посвящена героям Отечества. Их много, героев Отечества. Это наши защитники в первую очередь. Те, кто охранял рубежи нашей Родины, тем, кто охраняет их сегодня. А если мы посмотрим на галерею портретов, которые выполнил Евгений Алексеевич Ноздрин, то, конечно же, увидим героев из разных областей, и писателей, и композиторов, и людей науки. Именно сегодня пойдет речь на этом мероприятии. Гостями нашего сегодняшнего вечера являются представители завода «Электрообременитель». Они поведают о своем герое, который является представителем именно этой плеяды защитников именно 1941-1945 годов. Это Борис Михайлович Зайцев. Он один из героев картины «9 мая». И должны были сегодня прийти к нам гости, друзья наши из гимназии номер 20, которые носят имя героя Советского Союза Вениамина Борисовича Миронова. Но, к сожалению, из-за пандемии они прийти не смогли, но прислали нам очень прекрасный подарок – видеозаписи, презентация. И мы обязательно побываем в виртуальном музее Вениамина Борисовича Миронова, который также присутствует на выставке, а портрет его написал Евгений Алексеевич Ноздрин. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Ведь в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и
для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Ну и такое начало было творческое. А сейчас я хотела бы передать слово Татьяне Тумайкиной с завода «Электроупрямитель», которая расскажет нам о герое Советского Союза Борисе Михайловиче Зайцеве. Надо сказать, что Борис Михайлович Зайцев, он присутствует вот в этой работе 9 мая среди 3 летчиков, которые все из них являются героями Советского Союза. И слева мы видим Алексея Федоровича Чернышова, в центре Борис Михайлович Зайцев, справа мы видим Антона Семеновича Полежаева. Мы видим, как Евгений Алексеевич Ноздрин изображает их на фоне весеннего цветущего сада. Наши герои подняли чарки для того, чтобы вспомнить героев, которые пали, защищая нашу Родину. Посмотрите, как необычно Евгений Алексеевич делит полотно, и немалую часть он отдает небу со следами летящего самолета. И это не случайно, ведь я уже сказала, что герои – это летчики, герои Советского Союза. Ну что ж, Татьяна, вам слово. Это добрейший души человек. Так отзывался о Борисе Михайловиче Зайцеве маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Борис Михайлович родился 4 января 1921 года в селе Атяшево, в простой рабочей семье. Учился в Саранской школе номер 12. Как и многие семьи в то время, семья Зайцевых была многодетной. У Бориса было еще 4 братьев. Всеобщим любимцем был старший, Павел, или Павлуша, как ласково называли его родные и многочисленные друзья. Павел Зайцев окончил военное училище еще до войны. Для юного Бориса старший брат был примером во всем. Именно Павел подтолкнул Бориса к осуществлению его детской мечты стать летчиком, посоветовав вступить в Саранский аэроклуб, который Борис окончил в 1938 году. В ряды Красной армии Борис Михайлович вступил в 1940 году, успев до этого поработать водолазом в обществе спасения на водах. Спустя 2 года, в 1942 году, Борис Зайцев с отличием окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. Страшным ударом для Михаила и Устиньи Зайцевых, а также для их сыновей, стала гибель их Павлуши, майора Павла Михайловича Зайцева, в битве под Сталинградом. Особенно сильно потерю брата переживал Борис. Уходя на фронт в мае 1943 года, он сказал, что уходит мстить за Павлушу. Он воевал на Брянском, Втором Прибалтийском, Первом и Втором Белорусском фронтах в составе 783-го штурмового авиационного полка, 199-й штурмовой авиационной дивизии, 4-го штурмового авиационного корпуса, 4-й воздушной армии на самолете Ил-2. Боевое крещение молодого летчика проходило в сражении на Орловско-Курской дуге. Это произошло 13 июля 1943 года. Перед 2 экипажами самолетов-штурмовиков Ил-2 были поставлены 2 боевые задачи: уничтожить на переправах через реку Зуша группировку противника, отступающую под натиском наших наземных частей, и разведать сосредоточение направления движения вражеских танковых колонн в районе города Орла. За штурвалом одного из илов командир Борис Зайцев. За командирской спиной его однофамилец, воздушный стрелок Ксенофон Зайцев.
Воспоминания Бориса Михайловича о той памятной июльской разведке по сей день хранятся в архивах нашего заводского музея. На малой высоте, маскируясь в складках местности, сквозь дым от горевших танков, автомашин, самолетов и другой военной техники, прошли линию фронта и оказались над переправами, по которым отходили вражеские войска. Набрав высоту, мы обрушили на головы фашистов шквал огня. Первое задание было выполнено, а мы продолжили идти к основной цели. Вскоре по курсу полета увидели огромное облако пыли. Нетрудно было догадаться, что идет передвижение противника. Снизившись на бреющем полете, разглядели недавно принятые гитлеровцами на вооружение тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». На них фашисты возлагали большие надежды, и их было очень много. Они шли к линии фронта по дорогам, по обочинам и просто по полям. Немцы тоже заметили наши самолеты-разведчики и открыли по ним мощный огонь, а мы в ответ сбросили на танковые колонны бомбовый груз. В этом противостоянии самолет Зайцевых был подбит и начал падать. «Иду на таран», передал по переговорному устройству Борис Михайлович своему напарнику, и тот поддержал решение командира. Лейтенант Борис Зайцев направил падающую машину в скопление вражеской техники, чтобы в случае, если не удастся вернуть управление, забрать с собой как можно больше танков. И вместе с тем он продолжал делать все возможное, чтобы вывести самолет из пути. И чудо произошло. Буквально в нескольких секундах от столкновения штурмовик удалось выровнять и с величайшим трудом совершить посадку, едва дотянув до своего аэродрома. К маю 1945 года заместитель командира авиационной эскадрильи старший лейтенант Борис Михайлович Зайцев совершил 97 боевых вылетов, участвовал в 26 воздушных боях и сбил 2 самолета противника Фокке-Вульф-190. За годы войны ему не раз доводилось бывать на грани жизни и смерти. Сажал горящий самолет, прямо в полете устранял неисправности в пробитом двигателе, покидал на парашюте свою горящую и изрешеченную пулями машину, добираясь до своих по занятой гитлеровцами территорий. За отважным советским летчиком вели охоту фашистские воздушные асы. Но никогда Борис Михайлович не терял самообладания и яростно мстил фашистам за гибель брата, за погибших боевых товарищей, за смерть и разрушение, которые принесли на нашу землю фашистские полчища. Из воспоминаний Бориса Михайловича Зайцева, записанных бывшим директором заводского музея Вячеславом Ивановичем Петровым. Шел 4-й год войны. Многих товарищей, с которыми начинали боевые полеты, уже не было в живых. Мстили и за них, и за лежавшие в развалинах наши красавцы-города. И за замученных в фашистских лагерях наших советских людей. Время героев, а что ты оставила нам? 30-е годы прошлого века. Кто-то из будущих героев был отчаянно молод, а кто-то совсем юн. Каждый шел своей дорогой жизни, еще не зная, что ждет страну тяжелый и долгий путь войны. А зима будет большая, вот следи-ка за рекой, тихо осень умирает, машет желтою рукой. Плачут мокрые осины, плачет дедушка Арман.
Плачет синяя Россия, превратившись в снегопад. И сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая, только сумерки да снег. А зима будет большая, вот гляди-ка за рекой. Осень тихо умирает, машет желтою рукой. Плачут мокрые осины, плачет дедушка Арбат, плачет синяя Россия, превратившись в листопад. А зима будет большая, вот гляди-ка за рекой. Осень тихо умирает, машет желтою рукой. И сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая, только сумерки да снег. Для вас исполнили танец, посвященный героям Отечества, учащиеся гимназии номер 20, который носит имя Героя Советского Союза Вениамина Борисовича Миронова. А мы сегодня говорим еще об одном герое Советского Союза, Вениамине Борисовиче Миронове, и представляем виртуальный музей. Ирин, виртуальный музей заснимем, может, виртуальный музей. Извините, отходить нельзя. Алена, извини, пожалуйста. Ну, так. Ты отключила меня? Вениамин Борисович Миронов, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, учитель, писатель. И ребята с удовольствием предложили нам виртуальный музей. Ведь действительно это не случайно. С 2017 года в данной гимназии носит имя Героя Советского Союза Вениамина Борисовича Миронова. И те дневники, которые мы видим сейчас перед нами, обязательно страница первая посвящена истории в деталях, где и представлена жизнь этого замечательного человека. Виртуальный музей Вениамина Борисовича Миронова, он состоит из 5 залов. И мы видим, что первый зал –
это прославленный сын мордовского народа Вениамин Борисович Миронов. В этом зале можно узнать о его жизни и судьбе. Родился он в 1912 году в Рамадановском районе, в селе Константиновка, а учился он в школе села Пушкино. А в 1928 году Вениамин Борисович Миронов окончил школу второй ступени в городе Саранске, а после ее окончания Омского педагогического техникума работал учителем в Кожлинской школе Томской области. Второй зал рассказывает о маршрутах войны, по которым прошел Вениамин Борисович Миронов. От Москвы и до Рейхстага он защищал нашу Родину. Он бессменный командир 347-го гвардейского артиллерийского полка, который за отличные боевые действия при штурме Берлина был награжден орденом Суворова 3-й степени. А в боях за Берлин отважный сын мордовского народа получил высшую награду Родины – звание Героя Советского Союза. Третий зал говорит о том, что Вениамин Борисович Миронов, сменив военный автоматно-учебный, преподавал долгие годы в школе номер 20 города Саранска. Крепкий, мужественный человек, крепости духа он обучал и своих учеников, которые также стали достойными сынами своей Родины. Среди них и его ученик, генерал-лейтенант, начальник ГУВД города Саратова и Саратовской области Сергей Аринин. Конечно же, это и Николай Маркетантов, участник боевых действий в Афганистане, Николай Кулыгин, военнослужащий. И все благодарны были во время встречи с учениками, выпускниками гимназии номер 20 и благодарили Вениамина Борисовича Миронова. Надо сказать, что в 1985 году на здании гимназии номер 20, а тогда еще школы номер 20, была установлена мемориальная доска, на которой сообщалось, что здесь с 1969 по 1980 годы работал учителем Герой Советского Союза Миронов Вениамин Борисович. Четвертый зал посвящен подвигу советских солдат на страницах книг Вениамина Борисовича Миронова. Он еще к тому же и писатель. И мы восхищаемся его произведениями «Крылатый дивизион», «Воспоминания о полковой школе», многими публикациями, которые вышли из-под его пера. Он печатался много, он бывал на многих встречах со школьниками, с пионерами, комсомольцами. Они исполнили солдатский долг суровый и до конца остались Родине верны. И мы в историю заглядываем снова, чтобы день сегодняшний измерить днем войны. Портрет Вениамина Борисовича Миронова представлен в нашем зале на экспозиции юбилейной выставки Евгения Алексеевича Ноздрина. Они часто встречались, они много говорили, и им было о чем поговорить. Два героя Отечества, и Евгений Алексеевич Ноздрин, художник, и Вениамин Борисович Миронов. Как же изображает Вениамина Борисовича Евгений Алексеевич Ноздрин? Он присутствует на собрании пионерской комсомольской организации в актовом зале. Все говорит о торжественности и регалии этого героя. И кумачевый цвет скатерти, который присутствует, и яркий букет, который также здесь. Ну и увлеченные лица, внимательные лица детей, которые слушают рассказ героя о боевом пути. А мы вернемся с вами к разговору о Борисе Михайловиче Зайцеве. Я снова передаю слово Татьяне Тумайкиной. Итак, мы остановились на его воспоминаниях. Польша.
Получено боевое задание уничтожить гитлеровские артиллерийские батареи в районе населенного пункта Ломжа. Своим огнем они мешали передвижению наших войск. Нашу группу штурмовиков прикрывали только 4 истребителя. Противник встретил нас с земли шквалом артиллерийского огня. Получено сообщение о том, что вражеские самолеты идут на нас со стороны Солнца. 2 ястребка бросились им навстречу. В это время 4 истребителей противника пыталась атаковать штурмовиков сверху, но была своевременно замечена. Завязался неравный бой, но вражеская атака была отбита. Приступаем к выполнению боевого задания. Иду в атаку. Сбрасываю бомбы на изрыгающий смертоносный огонь немецкие батареи. Выходя из пике, вижу, что фашистский истребитель пытается атаковать самолет командира эскадрильи Мисбаха Халиуллина. Резко поворачиваю машину на 90 градусов и мгновенно открываю огонь. Объятый пламенем, самолет противника рухнул на землю туда, где совсем недавно находились сильно укрепленные гитлеровские батареи. Задание выполнено. Из наградного листа заместителя командира эскадрильи 783-го штурмового авиационного Танненбергского краснознаменного полка старшего лейтенанта Зайцева Бориса Михайловича. Товарищ Зайцев участвует в боях против немецких захватчиков с 6 мая 1943 года. В период своей боевой работы совершил 97 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2, ведущем групп на уничтожение техники и живой силы противника на переднем крае обороны и ближних тылах. За отличную постановку штурманской работы в эскадрилье, за умелую организацию боевой работы, за совершенные 97 успешных боевых вылетов ведущим групп, проявленные при этом смелость и мужество, достоин высшей правительственной награды – звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года старшему лейтенанту Борису Михайловичу Зайцеву присвоено звание Герой Советского Союза. 24 июня 1945 года Борис Михайлович участвовал в Параде Победы в Москве. Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалями. Однако на этом не был закончен его военный послужной список. В 1946 году окончил высшие летно-тактические курсы, а в 1957 году военную академию командного и штурманского состава ВВС Красной Армии, после чего полковник Борис Михайлович Зайцев находился в заграничных командировках в Демократической Республике Вьетнам и Китайской Народной Республике. Он руководил группой советских авиационных специалистов в Лаосе, за что был награжден 2-м орденом Ленина. В 1966 году полковник Зайцев вышел в запас. С этого времени и до самой своей смерти он работал на заводе «Электровыпрямитель» заместителем директора по гражданской обороне. Вел большую патриотическую работу среди молодежи Саранской республики. Борис Михайлович ушел из жизни внезапно, 2 марта 1983 года. Отказалось сердце. Имя нашего прославленного земляка увековечено в городе Саранске в родной республике. На здании гимназии номер 12, где учился Борис Михайлович, и на доме по улице Пролетарской, где он жил, открыты мемориальные доски. В экспозиции Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов, Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Воронина, школьных музеев Германии, гимназии номер 12 и поселка Атяшево представлены материалы, повествующие о жизни нашего героя-земляка. О его героическом боевом пути в музее ПАО «Электровыпрямитель» рассказывают фотографии, документы, благодарственные письма, награды и его личные вещи. Ведь истинным героем Отечества забвения нет. Благодарю.
что ж, дорогие друзья, наша литературно-музыкальная композиция продолжается, и вашему вниманию мы представляем видеосюжет. Артемий Хрущавин исполняет песню И наши души сердец и близких, и родных Миронова Вениамина Борисовича. Пожалуйста, встаньте, чтобы мы видели, насколько это событие важно для всей большой семьи. Сегодня и завтра. Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим взгляд. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наши души сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Звезды, ветры, крылом и верятся стар. В этом бою я строю, я верю в правду свою. И поднимаю свой флаг моего государства. Дорогие гости, мы сегодня на нашем мероприятии рады поприветствовать дочь художника Евгения Алексеевича Ноздрина, Ирину Евгеньевну. Она, как нельзя лучше, знает о том, как создавались портреты этих героев и может рассказать о них, поделиться своими впечатлениями. Добрый вечер. Могу я поделиться, наверное, вот, если взять групповой портрет героев Советского Союза, о котором мы только что мы говорили. Я видела этих людей, они приходили к нам, когда мы жили на улице Болдина, и они приходили позировать в мастерскую. Всех этих людей, всех этих героев я видела живьем, что называется. А Владимира Михайловича, наверное, как-то, может быть, я особенно помню. Извините, Бориса Михайловича. Это был, по моим воспоминаниям, хоть он был и герой Советского Союза, но по моим воспоминаниям был человек очень скромный. Вот. Не кичился, не выпячивался, всегда с папой делился своими воспоминаниями о прошедшей войне, о боевых вылетах, о тех тяготах, сложностях военных лет. И вместе с тем он вспоминал какие-то интересные, война войной, но жизнь продолжалась, несмотря ни на что. И были какие-то смешные случаи даже во время войны. И он всем этим делился с папой щедро. Вот. И всегда на портрете видно, что это человек очень красив и внешне, не только внутренне, статен. И всегда было очень приятно наблюдать за ними, когда они приходили. Интересно наблюдать, как папа работал. Потому что он делал это интересно, и люди, которые ему позировали, они чувствовали себя совершенно свободно, не скованно. Вот. И когда он начинал работать, писать портрет, он обычно говорил так: дышать можно.
Вот такая шутка у него была небольшая. И, конечно же, в свою очередь, он тоже делился своими воспоминаниями о войне, рассказывал о своих боевых товарищах, рассказывал о своих командировках, которые его посылали. И вот такой взаимообмен воспоминаниями военных лет между папой и вот этими героями Советского Союза происходил. Ну вот, что касается этой работы, этих людей, вот, наверное, так я расскажу вам, поделюсь. Я, пользуясь случаем, наших гостей я бы хотела поблагодарить сегодня за участие в нашем литературно-музыкальном вечере «И судьба с судьбой говорит». И от имени администрации нашего музея вручить вам благодарственное письмо за участие в организации межмузейного выставочного проекта «Художник-воин-победитель», посвященного столетию со дня рождения Евгения Алексеевича Ноздрина и 75-летию со дня Победы. Это очень яркое и значимое событие в культурной жизни нашей республики. Наш проект призван не только популяризировать богатое творческое наследие Евгения Алексеевича Ноздрина, но и формировать имидж учреждений участников. И мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества. Ну и хочется отметить, что сегодня мы проведем для всех участников экскурсию по экспозиции работ Евгения Алексеевича Ноздрина. Спасибо вам большое, это благодарственное письмо. А еще мы дарим альбом-каталог Евгений Ноздрин «Художник-победитель», который очень подробно рассказывает о его жизни и творчестве. Пусть она будет в вашем музее боевого трудового подвига. И здесь вы найдете обязательно работы, которые находятся в вашем музее, которые вы любезно предоставили нам для экспонирования. Ведь среди работ не только герои Отечества, о которых мы сегодня вели разговор, но еще и лауреаты Ленинской премии, и директор завода «Электровыпрямитель» Васильев, и главный инженер Текман, и многие другие, Чайкин и Болтин. Мы о них говорим и вспоминаем как достойных сынах и дочерях, которые также являются героями нашего Отечества. Спасибо вам большое. Большое спасибо, что пригласили для участия в этом замечательном мероприятии, таком важном и нужном, особенно в нынешнее ковидное время, когда не хватает позитивных эмоций, да, и, разумеется, электровыпрямитель с большой радостью откликнулся на предложение поделиться картинами для экспозиции. Мы их очень ценим, мы их очень любим, они занимают очень важное место в экспозиции нашего музея, как и люди, которые на них изображены, занимают большое и важное место в истории нашего завода. Их имена вписаны золотыми буквами в историю нашего завода. И я еще раз хотела бы поблагодарить вас за возможность и показать и этих людей, и посмотреть, увидеть вживую эти замечательные картины, на которых изображены все эти живые люди, независимо от того, сколько кто из них сейчас жив, сколько кому из них лет. Все они такие живые, близкие здесь, настоящие. Спасибо вам большое. Спасибо вам за эти слова. Ну что ж, дорогие друзья, приглашаю вас.